Что бы вы купили в этом магазине? Меня вот радуют цены. Крупы за 48 и 30 копеек, килограмм сахара за 90 копеек и все товары по таким ценам. Так было раньше. Все это теперь можно увидеть в музее. Екатерину, так же, как и многих из присутствующих, удивили выставленные экспонаты. Ну тогда, думаю, если в сравнении на те зарплаты, которые получали, наверное, оно в принципе и соответствовало. Помню, вот лимонад. Очень любили покупать лимонад. Очень нам нравилось. Причем мы ходили в магазин с бетончиками. Мы покупали лимонад в магазине, с бутылок сливали в бетончики, бутылки сдавали, и нам хватало денег. То есть на сданную тару мы покупали вот содержимое лимонад. И с бетончиком шли домой. Дома его разливали, была вообще красота. Многие были бы не прочь приобрести все эти и другие товары по таким ценам. На выставке Югера «Городок» представлено все то, что соответствовало советской эпохе. Югера в переводе «светлый», «лучистый» и «яркий». Все эти определения как нельзя кстати подходят к Кудымкару. История города берет свое начало в VII веке, когда образовалось городище Изюр. Очень привлекли вот эти фотографии здесь, 47-й год вверху, но это не так близко к моему, скажем так, годам моего рождения, моему детству, но узнаваемые места и как-то вот дорого посмотреть, почему-то дорого. А еще очень интересная историческая фотография здесь, 31 год. Здесь еще сохранилось старое училище, двухклассное женское, домик двухэтажный, помните, советского, он теперь снесен. И вот очень интересно поглядеть, какие были большие базарные дела возле нашего храма. Теперь этого уже нет, и, наверное, к лучшему. Но что было, то было. Так менялся наш Кудымкар. Это все очень интересно. Юбилейная выставка состоит из нескольких экспозиционных комплексов, на которых представлены прошлое и настоящее города. Фотографии рассказывают о производстве, которое когда-то развивалось в Кудымкаре. Так, в 1962 году был открыт бытовой комбинат. В это же время в городе открывается мебельная фабрика, цех по производству минеральных вод, кирпичный завод, льнозавод и другие предприятия. Каждый житель делился своими воспоминаниями. 50 лет тому назад, когда я ехал в Кудымкар по институтскому распределению, меня удивили прежде всего тротуары. Добротные, качественные, по-своему красивые. Выше тротуар посмотрел, это архитектура одно-двухэтажная, в основном деревянная архитектура. Каменная еще только шагала. И город, конечно, стал преображаться. Преображается он и до сих пор. Деревянные тротуары сменились асфальтовыми. Теперь уже мы ходим и по плиточным тротуарам. Все очень красиво, все изящно. Парк имени Кривощекова, автовокзал и кафе. Эти места являются визитной карточкой Кудымкара и вызывают ностальгию. Все экспонаты, а их на выставке Югера «Городок» около 150, выставлены из фондов музея, и некоторые из них экспонируются впервые. Если мы посмотрим на дела, на этапы развития, на свершения, на труд людей, которые работали на благо нашего города Кудымкара, то мы увидим огромное количество явлений. Эти как раз вот экспозиционные комплексы, они рассказывают о разных десятилетиях, как это все происходило. Есть вообще уникальные такие вещи, которые тоже очень редко выходят на свет к нашему зрителю. Ну, например, вот мы экспонируем велосипед 30-х годов. На этом велосипеде известный разведчик Николай Иванович Кузнецов учил ездить владельца этого велосипеда, жителя нашего города Попова. Вот, например, весы начала века представлены, стоят. Или швейная машинка «Зингер» тоже начала нашего века. В общем-то, таких вот вещей интересных очень много. Выставка будет работать до октября месяца, поэтому у всех желающих есть еще время окунуться в недавнее прошлое Кудымкара.